С удочкой или окунуться в прохладную воду в летний зной. Это желание для Джамалдина Горданова с каждым таким наполненным грунтом грузовиком становится все реальнее. После долгого простоя пруд в селении наконец оживает. И это, к слову, заслуга самих жителей Плиева. Эта идея у нас появилась давно, вот только процесс реконструкции тормозился из-за отсутствия материальных средств. Сейчас, когда на эту землю начали иметь виды, мы собрали все наши силы и вышли, чтобы восстановить пруд. Ведь это наше общее достояние, которое мы должны сохранить для наших детей. Несколько единиц техники работает здесь не покладая, что называется ковшей. Шум моторов не прекращается ни на минуту. В день здесь вывозят 1000 кубометров земли. Если на отдельных участках слой грунта не превышает полуметра, то в центре приходится выкапывать до 20 метров в глубину. После того, как мы уберем ил, нам нужно приготовить дно из двойного покрытия глины и щебня. Помимо всего, мы хотим облагородить и прибрежную зону, так что работы осталось еще много. В скором времени этот пруд станет местом посещения всех жителей села и не только, как и много лет назад. Здесь можно будет отдохнуть с семьей, порыбачить, да и в общем приятно провести время. Для этого на прибрежной зоне планируется построить беседки и волейбольную площадку. Когда мы начали эту работу, мы вывезли отсюда почти КАМАЗ мусора, настолько пруд был заброшен. После того, как он будет восстановлен, мы планируем здесь сделать ограждение, так как это будет местом, где также можно будет поплавать. Мы также подумаем и о мерах безопасности. И это далеко не все преображения в Плиеве. Не безразличные к красоте и к экологии своего села активисты взялись за реконструкцию и местного фруктового сада. Здесь сотни тутовых деревьев, под кронами которых отдыхал не один местный житель. За десятки лет, что за ними не ухаживали, они успели состариться и зарасти. Причем не только ветками, но и мусором, в борьбе с которыми вышли на уборку десятки сельчан. Когда мы впервые сюда пришли, здесь было много мусора. Везде валялись ветки деревьев. Чтобы убрать все это, мы задействовали все возможные средства. Пока каждое дерево не будет побелено, мы не прекратим работу. Впрочем, такая генеральная уборка проводится не столько для чистоты, сколько для сохранения самого сада. Эта территория уже много лет является зеленой зоной, служит общим достоянием села. Вот только желающих захватить лакомый кусок земли становится все больше. Такой выход активистов – это своего рода протест против нередивых жителей. С этой же целью они облагородили тутовый сад недалеко от будущего пруда. Мы полностью обрезали деревья, убрали лишний мусор и побелили деревья. Сейчас нам необходимо вычистить канал, который идет от пруда. Проблема в том, что на этом участке начали строиться люди, и они не хотят восстановления пруда, так как боятся быть затопленными. Вопрос щепетильный и требует разбирательства, о чем мы и просим властей. Сохранить, что имеешь, и оживить то, что, казалось бы, невозможно. Это заинтересованность жителей – самый яркий пример любви к уголку, где родился и вырос. И хотя сделать предстоит еще много, ее результат уже виден. Жагадат Хулухоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.